Наш эфир продолжит брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против распространения инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике характеризуется по данным Управления Роспотребнадзора 2305 случаями новой коронавирусной инфекции. За сутки в республике было госпитализировано 141 человек с новой коронавирусной инфекцией. Накануне это количество составляло 137. За сутки у нас выздоровело 410 человек, накануне выздоровело 539 человек. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции, скорость распространения инфекции у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания, сходное с острыми респираторными заболеваниями. Тем не менее, это не означает, что мы должны потерять свою бдительность и, соответственно, более легче относиться к тем мерам ограничительного характера, которые установлены указами главы Республики Саха-Якутия и, соответственно, нормами собственной безопасности относительно здоровья. Конечно же, прежде всего, то, что у нас происходит, оно обусловлено и в первую очередь необходимостью вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня вакцинация на территории республики продолжается. Необходимо также, я не устану повторять, необходимо проходить через полугодовую ревакцинацию. Сегодня первым компонентом у нас привито 570 016 человек. Это практически 80% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 122 674 человека. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, медицинские учреждения Республики Саха-Якутия в целом работают в режиме повышенной готовности. При возникновении признаков острых респираторных заболеваний вы имеете возможность и доступность тех медицинских учреждений, которые у вас работают на территории района. По вызову 122 вы имеете возможности вызвать врачей на дом. Кроме того, вы вправе прийти в любой и пройти через, если у вас нет высокой температуры, прийти на амбулаторный прием в городе Якутске, во всех поликлиниках города Якутска, так же, как и во всех медицинских учреждениях Республики Саха-Якутия. В каждой поликлинике прием одновременно ведут по 4-5 врачей. Кроме того, сейчас в городе Якутске, а в последующем и в районах республики будут разворачиваться дополнительные центры амбулаторного приема. Так, дополнительный центр амбулаторного приема лиц, которые имеют, соответственно, признаки острого респираторного вирусного заболевания, работает в спортивном комплексе «Триумф», где работает на настоящий момент 40 врачей. Во всех поликлиниках города Якутска сегодня увеличено количество операторов до 50. Это те наши службы сопровождения, такие же граждане республики, как и мы с вами, горожане, у которых есть и дети, и есть своя работа, и есть свои эмоции. Поэтому, дозваниваясь до операторами, с вами всегда спокойно и разумно объясняют, как действовать дальше. В единой службе горячей линии 122 работают 50 операторов. Вчера нагрузка на этих операторов составляла 7702 вызова. Вообще в целом по республике в смену работают до 100 операторов. Сегодня мы увеличили также количество вызовных бригад до 252 по городу Якутску. Аналогичные действия принимаются и в районах нашей республики. Наиболее сложной ситуацией сегодня является ситуация в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. В них работают выездные бригады Министерства здравоохранения для оказания методической помощи. Сегодня в 17:00 во Дворце детства начнется вакцинация детей с 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции. Это первый этап вообще вакцинации. Соответственно, вакцина поступила на настоящий момент в ограниченном количестве. Для записи на вакцинацию необходимо перед приходом в Дворец детства записаться, обратиться в поликлинику и к своему участковому педиатру.
В каждом случае решение о вакцинации несовершеннолетних будет приниматься врачом при наличии письменного согласия родителей. Соответствующую работу уже провели, соответственно, дети сотрудников медицинских учреждений, работающих в красной зоне, которые имеют соответствующий приоритет, как и при любой вакцинации, в целях того, чтобы нам затем в последующем оставались медицинские работники в строю для оказания нам медицинской помощи. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее, переходим к выпуску новостей. И вот основные темы. С 1 февраля начнется прием заявок для участия в республиканском конкурсе на грант главы республики. Победители получат до 6 миллионов рублей. В Вилюйском Улусе в бюджет внесли средства на строительство мостов и ремонт дорог. На следующей неделе начнется строительство одного из мостовых переходов. Уникальная Россия. Мастера из Статинского Улуса представят республику на художественно-промышленной выставке в Москве. Некоммерческие общественные организации региона могут реализовать свои социальные проекты с помощью грантов главы республики. Министерство молодежи с 1 февраля в течение месяца будет принимать заявки для участия в республиканском конкурсе. В этом году сумма регионального отбора составляет более 97 миллионов рублей. Социальные проекты будут оценивать по 23 направлениям, в том числе некоммерческие общественные организации могут написать проекты о занятости молодежи, поддержке материнства, отцовства и детства. Также есть направление о патриотическом воспитании граждан и содействии духовному развитию личности. В этом году в конкурсе главы привлечены 50 экспертов из разных сфер. По итогам отбора победители получат денежную поддержку до 6 миллионов рублей. В этом году мы хотели бы, чтобы у нас проекты имели направление по поддержке семьи и материнства. Любое, на самом деле, даже вот поддержки молодых, по трудоустройству молодых людей, это можно как бы приурочить к этой дате, потому что молодые мамочки, они тоже могут написать и для себя какую-то, для себя и для других какой-то вид деятельности и проект сделать именно по поддержке материнства. И, конечно же, у нас юбилейный год. В этом году 100 лет республики исполняется, поэтому надеемся, что в этом году тоже будут такие направления. Руководство Вилюйского Улуса внесла в бюджет 2022 года 362 миллиона рублей, в том числе из республиканского финансирования на строительство мостовых переходов и капитальный ремонт дорог муниципального значения. В этом году в Заречных Наслегах район планирует ввод 2 мостовых переходов. Буквально со следующей недели начнется строительство моста через реку Дьебыдах. Сейчас подрядная организация, которая выиграла аукцион, осуществляет перевозку стройматериалов. Планируется мостовой переход протяженностью 37 метров и подводящие дороги 500 метров. Также идет работа по части ремонта со стороны речей Джабудах в сторону Вилюйска 7,5 километров. Это у нас грунтовая дорога. На сегодняшний день уже как бы аукцион завершен, будет подписан контракт. Один из больших речей, это Джипа, будет построен тоже капитальный бетонный мост по переходу. В рамках Года культурного наследия народов России, а также к 1160-летию зарождения российской государственности, с 27 по 13 февраля в Москве пройдет 2-я художественно-промышленная выставка «Форум «Уникальная Россия». «Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-объектов внутри одной выставки. Более 1200 участников из 53 регионов России. Помимо обширной экспозиции, в программе выставки запланированы деловые встречи, интерактивные инсталляции, мастер-классы, концертная программа и показы мод. Якутию на этой выставке представят народные мастера из Статинского Улуса. Деревянная утварь и якутские ножи будут привлекать внимание и пользоваться большим спросом среди гостей и участников выставки. Для начала я хотел поздравить вас со 100-летним юбилеем, созданием Республики Саха-Якутия. Вы замечательные люди, у вас прекрасные изделия. Мы очень рады видеть вас на нашей художественно-промышленной выставке в форуме «Уникальная Россия». Мы хотим показать Россию как страну уникальных возможностей, уникальных изделий, которые производят наши талантливые мастера.
То есть красоту России как есть в разных аспектах. В этом году 53 региона заявилось к участию, потому что выставка она будет длиться 3 недели и будет смена экспозиций. Поэтому регионы будут меняться различные, и будет очень много красивого и интересного. Граждане СМЕД-отвод в целях предотвращения заражения коронавирусной инфекцией в Алекминской центральной районной больнице организован патронаж медицинских работников для возрастных пациентов и будущих мам. Подробности в сюжете далее. В Алекминской районной больнице уже осуществляются мероприятия, направленные на профилактику заболевания ковид. Мы усилили амбулаторную службу. На сегодняшний день беременные, пожилые, все вызовы обслуживаются на дому. Не только ОРВИ и коронавирус, да, все вызовы, чтобы защитить наших беременных, наше старшее поколение. При подъеме заболеваемости ОРВИ у нас приказом определен резервный состав медицинских работников, составлены алгоритмы и перехода в повышенный режим работы. Будет усилена работа регистраторов на прием звонков. Особое внимание будущим мамам. По адресам с патронажем выезжает врач и медицинская сестра. На данный момент мы беременных обслуживаем на дому. Всего на учете у нас состоит 174 беременных. Это по городу Алекминску. И, получается, беременные не посещают поликлинику. Если какие-то симптомы ОРВИ, признаки, они сразу вызывают нас на женскую консультацию, выходят. Мы сразу по первому вызову приезжаем к ним на обслуживание. При этом проводится термометрия, давление, измерение давления, пульсоксиметрия, сатурацию проверяем, состояние плода проверяем, проводится КТГ. Очень востребованы такие выезды и у старшего поколения. К Валентине Ксенофонтовне приехала медсестра. По результатам приедет уже врач. Я ваши данные передам вашей участковой медсестре и врачу, и они сделают к вам. У бабушки оказалось давление высокое, очень даже высокое, а пульс и сатурация очень даже хорошая, просто давление высокое. Надо контролировать. Валентина Ксенофонтовна очень довольна. Конечно, удобно. Я с тросточкой хожу. Мне тяжело ходить, ноги больные. Это хорошо, вот такая форма, да? Да, такая форма очень даже для меня лично хорошо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.